Ассаламу алейкум, приветствую всех. Пару дней назад был ракетный удар со стороны России по Украине. И одна из ракет попала в Киев, в детскую больницу Охмаддет, где были дети. И после этого я сразу понял, что обязательно будут какие-то новости, связанные с этим со стороны России. И я был прав, я ждал одно из двух. Либо Россия заявит, что это был ракетный удар со стороны Украины, это Украина нанесла, чтобы очернить Россию и так далее. И второе, или Россия нанесла удар по биолаборатории, где выпускаются какие-то там пчелы или там свиньи, у которых нюх только на русский мир. Понимаете? То есть против россиян, которые будут использовать. Либо там бандеровцы какие-то там тысячами там были положены, уничтожены. Так и случилось. Но только тут не биолаборатория, не другое. Оказалось, что это Украина нанесла ракетный удар по Киеву. По собственной больнице, по своим гражданам, по своим детям, по своим женщинам. Понимаете? Я не удивился. Многие удивились, наверное, но я не удивился, так как я чеченец, и ничего им не удивляться. Как началась Вторая российско-чеченская война, помните все? С ракетного удара по рынку Грозного. Это на территории Чечни, а на территории России со взрывов домов. Рязанский Сахар, все слышали? Где было убито около 600 мирных жителей собственного народа, чтобы начать просто войну и обвинить чеченцев во всех этих бедах. После ракетного удара по Грозному, по рынку, Россия заявила, что в этом рынке продавалось оружие. Там был чуть ли не сборище боевиков. Но там не был убит ни один военнослужащий или там доброволец из сопротивления, да? А с другой стороны, даже и были новости, которые там обвиняли, что чеченцы там что-то там взорвали, своих взорвали сами. Я не знаю, чем они взорвали, но говорили так. То есть такие две версии были. Больше было, типа, там были там оружие продавали и так далее. То есть проходят годы, десятки лет, ничего не меняется. Ничего не меняется, русский мир не меняется, как ихний президент. Так что, тримайтесь.